Коми – два центра обработки вызовов системы 112, резервный в Ухте и основной в Эжинском районе Сыктывкара. В составе каждой дежурной смены здесь 6 операторов. Обязательно присутствуют специалисты, владеющие английским и коми-языками, а также штатный психолог. Впрочем, последними навыками априори обладает каждый из них. В совершенстве важно знать и географию региона. И неважно, где вы находитесь, на качестве и оперативности помощи это не отразится. Оба центра работают в полном объеме на всю территорию Республики Коми. В случае выхода оборудования какого-то из центров, всю нагрузку со всей республики берет в себя либо резервный, либо основной центр. Вы можете позвонить и попадете в Ухту, а через минуту наберете, попадете в Сыктывкар. Но у нас система у обоих центров единая, и мы видим все вызова, которые поступили от населения, неважно, куда они поступили, в Ухту или в Сыктывкар. За техподдержку системы отвечает Центр информационных технологий. Там, напомнили, единый номер заработал еще 4 года назад, а уже к 2016-му к нему подключились все муниципалитеты. С тех пор ежемесячно на него поступает более 30 тысяч звонков, чаще всего в полицию и скорую помощь. За время эксплуатации серьезных сбоев в системе не было. Система предусматривает работу штатный и нештатный режим работы. В случае возникновения каких-то сбоев предусмотрены организационно-технические мероприятия для обеспечения возможности приема вызовов по номеру 112 от населения и дальнейшую передачу в экстренно-оперативные службы для реагирования. В МЧС нам рассказали о том, какие позитивные изменения несет внедрение единого номера. По сравнению с традиционными 01, 02, 03 и 04, новая система имеет практические преимущества. Она позволяет обеспечить гражданам вызов экстренных служб, особенно в тех случаях, когда гражданин может растеряться и не понять, кто же и какая служба нужна. Кроме того, есть такие факторы, когда, скажем так, происшествие происходит на территориях между населенными пунктами, и территории обслуживания дежурных служб тоже различаются. Добавим, что вызов по номеру 112 абсолютно бесплатен. Звонить можно и со стационарных, и с мобильных телефонов, даже при отрицательном балансе или отсутствии сим-карты. Сергей Туркин, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.